Всем привет! Меня зовут Регина, и я студентка 4-го курса художественно-графического факультета БКПУ имени Акмуллы. Сегодня я хотела бы провести для вас небольшой мастер-класс по модульному оригами. Но для начала я хотела бы поближе познакомить вас с нашим факультетом. История художественно-графического факультета началась весной 1974 года. В настоящее время более 80 выпускников являются членами Союза художников России и членами Союза дизайнеров России. В настоящее время в составе факультета работают кафедры изобразительного искусства и кафедра дизайна. На факультете создан Центр художественного войлока, мастерская художественной керамики, дизайн-лаборатории средового и графического дизайна, многочисленные специальные мастерские по художественной обработке металла, дерева, текстиля, кожи, художественной графики и другие, благодаря чему можно попробовать себя в совершенно различных направлениях. Помимо необходимых знаний по педагогике, практических умений и навыков, здесь можно по-настоящему проявить себя. Проводится множество мероприятий, в которых может принять участие каждый желающий. Это и выставки, и выступления, и проекты совершенно разных масштабов. И у тебя есть возможность стать частью чего-то большего. Любому творчеству на худграфе найдется место. Занятия у нас проходят очень весело, несмотря на строгость преподавателей, с многими из них можно от души посмеяться. И группа у нас удивительно дружная. Честно, когда я поступала, не ожидала, что меня будут окружать настолько чудесные люди. И благодаря всему этому учеба совсем не утруждает, она вдохновляет. Потихоньку приближаюсь к теме сегодняшнего видео. На 3-м курсе у нас был такой предмет, как художественная обработка материалов, где мы, в частности, изучали свойства и возможности бумаги. Так вот, туда, разумеется, входило и оригами, а именно модульное. Мне очень нравились те занятия и та атмосфера, поэтому мой сегодняшний мастер-класс будет именно по этой теме. Для работы нам понадобится 10 голубых, 10 розовых и 10 желтых стикеров. Итак, начнем. Берем первый стикер, у меня он будет голубого цвета, и складываем его пополам. Вот так. Далее разворачиваем стикер. У нас получилась вот такая линия, и мы правый нижний угол сгибаем к получившейся линии. Вот так. Далее переворачиваем и делаем то же самое с другим правым нижним углом. Получилось что-то похожее на конвертик. Вот так. Далее переворачиваем и опять же нижний правый угол сгибаем к нашей диагонали. Хорошенько проглаживаем сгиб, так нам будет потом удобнее работать. Вот так. Потом переворачиваю стикер и то же самое проворачиваю с другой стороны. Опять получается нижний правый угол, тоже к диагонали. И тоже хорошенько проглаживаю сгиб. Такая штучка у нас получается. Мы ее переворачиваем. И делаем изгиб от этой до этой точки. Вот таким вот образом. Переворачиваем, делаем то же самое с другой стороны, от точки до точки. Переворачиваем. И вот эти краешки, которые у нас торчат, мы сгибаем на внешнюю сторону модуля. Вот так. И второй краешек тоже. И хорошенько проглаживаем сгиб. Модуль практически готов. Нам осталось только сложить его пополам, краешками внутрь. Готово. Таких модулей нам нужно сделать 30 штук. Пока его откладываем и приступаем к новому. А пока я супер быстро складываю остальные модули, хочу немного рассказать вам о кусудамах и откуда они вообще появились. Кусудама в переводе с японского языка означает лекарственный шар. И пошло это название бумажных шаров еще из далекого прошлого, когда японцы наполняли эти поделки лекарственными травами, веря в то, что они дают людям положительную энергию. Среди таких лекарственных трав особо чтили плоды камфорного дерева.
Камфорные шарики вкладывались в кусудамы, и такая поделка подвешивалась в спальне, источая прекрасные ароматы и благотворно влияя на людей. Кусудамы являются важной составляющей оригами, и изначально эти поделки из бумаги рассматривались как предшественники модульного оригами. Все дело в том, что многие кусудамы предполагают склеивание или сшивание элементов, а не складывание модулей. Но современные мастера все же смогли добиться того, чтобы не использовать нитки или клей, создавая роскошные конструкции. Как делаем это сейчас мы с вами. И вот мы сложили последний 30-й модуль и можем идти дальше. Теперь самое сложное, но самое интересное. А именно нам нужно как-то собрать все эти 30 модулей в один шар. Берем первый модуль, у меня опять это будет голубенький, второй у меня будет розовым. Нам нужно их соединить. Для этого нужно развернуть краешки. Так мы будем делать с каждым модулем. Берем второй, тоже разворачиваем. С их помощью мы сможем соединить два модуля друг с другом. Сейчас покажу. Модуль одного краешка мы засовываем в этот кармашек другого модуля. Сейчас покажу. Вот так вот это делается. Он отлично входит, и уже что-то получается похожее на пирамидку. Далее берем третий модуль, также его разворачиваем. И по такому же принципу краешек этого модуля суем в предыдущий. Тоже в такой же кармашек. Вот таким вот образом. Теперь нам нужно краешек первого нашего модуля засунуть в кармашек третьего, чтобы у нас получилась пирамидка. Можно чуть-чуть развернуть, потому что это не очень удобно делается. Таким вот образом засовываем этот краешек. Все подправляем. И первая пирамидка готова. Вот так она будет выглядеть. Собрать кусудаму можно разными способами. Я сейчас покажу вам один из них, которым мне удобнее работать. Для этого нужно будет собирать по 3 модуля, как сейчас я это сделала. Также можно соединять не пирамидки друг с другом, а просто по одному модулю, каждый раз добавляя новый. Кому-то проще так, но мне проще собирать пирамидками. Итак, начинаем. Берем одну пирамидку, вторую, и по такому же принципу засовываем краешек в кармашек. Вот так я это делаю. Главное быть внимательным и считать каждый получившийся угол. Всего у нас их будет 19. Еще очень важное примечание. Наш шар всегда должен стоять на 5 углах, не больше. Потом уже, когда он будет готов, вы это увидите. Но в работе это тоже очень помогает. Продолжаем собирать дальше. Пока я собирала кусудаму, думала, просижу с ней целый день. Однако во время процесса включаются мозги и уже понимаешь, что куда. А еще я прочитала про одну девушку, зовут ее Джанин Мозли, если не ошибаюсь, которая собрала самую большую кусудаму в мире, состоящую из 2400 совершенно одинаковых модулей. На это она потратила 2 недели, а на сборку самих этих модулей где-то 15 часов. Так что не так уж долго мы с вами собираем. И я, кстати, уже засовываю последний модуль, никак не могу найти ему место. Это, наверное, самое неудобное под конец. Но, тем не менее, если постараться, все получится. Нашла кармашек, засунула кончик и спрятала то, что у меня вылезло. Таким образом. И все, наша кусудама готова. Все-таки это стоило того. Смотрите, какая она красивая. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно.